заявка, вот только что заявка поступила. То есть вам звонят, просто да, говорят, что вот есть бездомный, да? Или... Да, по управлению по правам человека нам заявки дает, также прохожие звонят. Прорабатываем, как бы тоже там больницы обращаются, МВД обращаются с разными. Вот, они человека приняли, а он, оказывается, приехал с другого города, его кинули, деньги не заплатили, да, за труд его, а ему вернуться даже не на что, да. Они обращаются к нам, мы их принимаем, он может заработать, либо ему родственники отправляют, таким образом домой добираться. Кто-то сошел с поезда, вот тоже случай был. У меня сын увидел его, постоянно интересуется, как там Андрей. Человек ехал, то ли документы украли, что ли, пришлось сойти с поезда. Обратился к нам, мы его здесь ночлег дали, кормили, и потом дальше он поехал, другой билет купил. Ехал он с Владивостока, чтобы здесь и те люди, которые пьяные пришли, мы, естественно, не помним, потому что они здесь воспринимают потом как закусочную. То есть мы, короче, то есть они же нашли деньги на алкоголь, а на еду могли потратить. Вот. Также у нас идет вот проект, сейчас мы зубы лечим, у нас один меценат отозвался, он каждую неделю выделяет час, и мы зубы подопечных лечим сейчас. То есть мы потихоньку вот развиваемся, к нам подтягиваются новые организации, помощь предоставляют. Недавно Чернозем тоже привезли, то есть как бы с поддержкой людей это все потихоньку развивается, двигается. И долго здесь люди живут? В основном 3-4 месяца у нас как бы идет период, но вот та женщина, которая вместо не оказалась у дочки, она уже 3-й год у нас живет. То есть она не пьяница, она в 4 утра уходит, работает, в 10 часов сюда возвращается, уже нам здесь помогает. Территорию убирается, там чистоту наводить. Обращаются те слои населения, которым реально на еду не хватает. То есть там квартплату платят, на лекарства уходят деньги, а уже на горячее питание им не хватает. Они такие радостные, они здесь собираются, общаются, да, кушают, как бы. Ну, доброта вот это сразу чувствуется. Они очень благодарят нас. Всех доброжелателей, кто помогает вообще. Пенсионеров много? Да, пенсионеров много. Пенсионеров, инвалидов, то есть мы 7 категорий людей вот у нас одеваем. Получается, инвалиды 1-й группы, инвалиды 2-й группы, погорельцы, многодетные, малоимущие. Вот такие вот, они приходят с документами, то есть это все проявляется по документам и выставляется периодичность. По какой периодичности они получают продуктовый набор, одежду, набор. У нас сейчас идут проекты, то что одежда, которую приносят, у нас лишнее остается. У нас есть социальные секонд-хенды, то есть там по 50 рублей, по 100 рублей, вот по копеечным ценам это все продается, а все деньги на поддержку приютыни. Почему поставили цену? Это было с волонтерами, с общественностью приговорено, чтобы просто люди не приходили и не набирали много вещей, которые у них просто будут валяться ненужные. Чтобы с базаров вот тоже не приходили, не покупали, не перепродавали. И какие-то базовые потребности, перевозки, вот это все покрывало. То есть у нас сейчас они в других регионах, то есть там Марийской, Кировской области, в таких регионах тоже эти магазины строятся, ну как бы осуществляют свою деятельность, и это очень большая поддержка именно социального населения. То есть они очень хорошие вещи там за 50-100 рублей могут купить. То есть это такой вот социальный проект тоже. Тоже важно, да, получается? Да. Вещи можно сдавать? Вещи можно сдавать? Да. То есть мы 24 часа в сутки работаем, у нас дежурные постоянно здесь. Принимают людей, вещи принимают, одежду принимают, крупу, еду привозят, да, вот очень много мяса нам привозят. Это все здесь собирается, отправляется в цех. У нас цех отдельно, цех подготовки еды. Там приготавливается это все, склад находится, все под видеонаблюдением, все под учет. То есть то, что привозят, у нас все взвешивается, все записывается и по накладной отправляется.
это все готовится, и потом по термосам распределяется, в термосах уже по голоду. А привозить надо сюда, да? Разводится. Да, у нас пункт приема вещей, одежды, еды здесь. Потому что многие звонят, вот спрашивают, можно ли, вот рядом с нами человек находится, можно ли вещи приехать. Ну да, там московский район. Да, мы как бы против этого, потому что это потом на свалку превращается. Чтобы такого не было, мы уж просим или на такси отправлять, или сами привозить и говорим. То есть у нас полный сбор здесь, и учет здесь ведется. Интересная история такая. Он дистанционно через интернет изучал русский язык, и преподаватель, девушка, говорит, то ли Альбина, что-то такое. Гульнара. Она сказала, что в Казани живет. И он такой весь преисполненный такого чувства, такой влюбленности, под Новый год сюда приехал. Понятно, что его здесь никто не встретил. И не смог он деньги снять. Потому что у нас взаимные санкции эти, да, и остался без копеек денег в чужой стране. Люди ему посоветовали к нам прийти. И вот для нас, честно, как комплимент был, когда он заселялся, я говорю, вы понимаете, куда вы вообще пришли? Он такой, да, говорит, понимаю. У нас, говорит, вот такие примерно стоят вдоль трассы, вдоль, где заправочные станции, гостиничные комплексы, мотели. Там, говорит, люди за деньги ночуют, а здесь, говорит, у вас такой бесплатно, говорит, удивительно. Вот такой комплимент там сделал американец. Больше мужчин или женщин? В основном мужчины. В основном мужчины и женщины, потому что они все равно как бы у них семья остается. Мужчину, если пьяницы его выгоняют или разводятся. Те люди, которые сидели, у них уже квартиры отняли, с прописки их вывели. Такие люди вот по молодости они допустили ошибку. Сейчас они осознали, уже исправились, но уже у их семей другие члены семьи уже место им нет. Поэтому те люди, они сюда обращаются, мы их принимаем и даем путь в новую жизнь, то есть социально адаптируем. Потому что даже если человек, если 3-4 года сидел, он уже отстает от этой жизни на колоссальный отрезок времени. И адаптация тяжело проходит тоже. А с алкоголизмом как боретесь? Я понимаю, запрещено, но там же... У нас здесь также приходят клуб анонимных алкоголиков. Здесь каждую неделю у них собрания, беседы проводятся. С нашими подопечными тоже работают. У них 12 шагов восстановления есть. Вот они прорабатывают вот это. А с наркоманией как? Мы здесь постоянно смотрим, чтобы такого уж не было. Это же социально опасные личности, получается, они здесь. Мы не можем их здесь оставить. То есть там, если человек... не оставляете? Нет. Там уже с ними другие люди прорабатывают. Или мы в наркологию ложим их, либо пьяниц тоже в наркологию ложим, опять же, с их согласия. То есть, если человек не согласен, даже если человек болеет, скорый хочет его забрать, он, если не согласен, они не имеют права забирать его. То есть, такие вот моменты есть бюрократические. Быстро реабилитируются люди здесь? Каждый личность отдельно. Каждая личность отдельно. Вот тоже съемочная группа здесь у нас работает с ними. Каждая личность снимает отдельно. Это по телевизору может показываться и находятся родственники тоже. То есть кто-то память потерял, кого-то просто родственники потеряли, не могли найти. А он не хотел восстановить с ними связь, потому что обиделся. Такие тоже вот люди есть. Вот, восстанавливаются связи вот так. Дочери приходят, вот тех женщин, которые здесь живут, их дочери, они общаются, просто дочери приходят, забрать не могут уж свою семью. То есть здесь поддерживают. Есть волонтеры, которые вот привязались к определенным личностям, они прям привозят им еду, поддерживают, общаются. За этим наблюдаете, как бы приятно. Если кто отсюда уходит, вы поддерживаете связь как-то? Да, вот СВО даже уезжал недавно. Он в отпуск приехал человек, прям сюда пришел. У нас подопечный, который даже на кухне работал вместе с женщинами, да, вот он приезжал, общались с ним. Те люди, которые отсюда вышли, они в основном благодарят. Даже если с проездом, если уже начинают сами помогать этому проекту, кто там семью нашел или семью обрел, они уже работают и помогают нашему проекту сами уже.
слеза благодарность вот с их сторон. И они понимают, потому что через эту школу прошли, они понимают, насколько это тяжело. И чья-то рука помощи может человека вытащить из этого болота, из этого мрака.